Сегодня в рамках бюджетного процесса, который традиционно рассматривался, проект закона о государственном бюджете Республики Саха-Якутия на 2020 и на плановый период 2021-2022 года. Надо сказать, что проект рассматривается на основе того прогноза социально-экономического развития республики, традиционно, который на данный период формируется. И если смотреть с точки зрения параметров доходов, то на 2020 год он составляет 179 миллиардов, на 2021 год 187 миллиардов и на 2021 год 175 миллиардов по доходам. Дефицит мы планируем небольшой, это 990 миллионов рублей, соответственно, по всем остальным трехлетним годам расходы увеличены на 1 миллиард по сравнению с доходами. В первую очередь, чем связано снижение доходов? Если рассматривать по структуре доходов, то налоговые доходы у нас в дальнейшем периоде в целом растут. Если отталкиваться от уточнения 2019 года, третьего уточнения, которое мы недавно рассматривали в правительстве и внесли в Государственное собрание ЛТМН, то у нас там составляет порядка 105 миллиардов налоговых доходов. На следующий период у нас сумма 109 миллиардов. Со следующего года у нас составит 110 миллиардов, это налоговый доход. И они возрастают в 2021-2022 году, отражая динамику увеличения, прежде всего, по налогу на имущество организации, по НДФЛ, по налогу на добычу полезных ископаемых с небольшим. У нас, к сожалению, чуть снижаются прогнозы по налогу на прибыль организации в связи с замедлением в целом темпов роста мировой экономики, о чем вам прекрасно известно из обзоров, экономических обзоров, которые регулярно выходят. Так? Соответственно, эта ситуация влияет на экономику деятельности наших экспортно ориентированных предприятий, выпускающих экспортную продукцию, на реализацию. Это сказывается, в принципе, и на налогооблагаемой базе по налогу на прибыль. Тем не менее, налог на прибыль будет частично перекрываться другими видами налогов, а вот по неналоговым доходам мы будем констатировать, скорее всего, снижение выплаты в части дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Саха-Якутия, которые, в принципе, и формируют прогноз на следующий трехлетний период в таком достаточно сдержанном объеме. Соответственно, расходы также были распределены. При этом необходимо отметить, что в части доходов из безвозмездных поступлений, так называемой дотации на уровне бюджетной обеспеченности, из федерального бюджета пока у нас не распределена вторая часть дотации, это 30% всего фонда, которая в рамках второго чтения федерального закона о федеральном бюджете на 2020, 2021, 2022 годы будут распределены где-то к 5 ноября 2020 года и будут распределены вот эти суммы, которые пока у нас составляют разницу. Если в этом году у нас порядка 47 миллиардов дотаций на уровне, на следующий год пока у нас заложено 35,6 миллиардов рублей, то есть мы полагаем, что вот вторая часть распределения 30% фонда дотации, она позволит нам сформировать не ниже прогноз дотации на уровне бюджета, чем в 2019 году. И это позволит нам перераспределить эти средства на те недостающие расходы, которые у нас пока заложены для рассмотрения в первом чтении Государственного собрания ЛТМ. Надо сказать, что по инвестиционной программе у нас расходы, кстати говоря, увеличиваются. Они составят порядка 24 миллиардов рублей на следующий период. Также будут предусматриваться все средства на исполнение национальных проектов в нашей части, региональных проектов. Например, на следующий год это 17,5 миллиарда рублей, на 2021 год 18 миллиардов рублей, что чуть выше даже, чем объемы 2016 года. То есть темпы реализации национальных проектов сохранятся. Нам нужно предстоит решить в следующем периоде реализацию по тем государственным программам, по которым пока у нас имеется недостаток средств. Что касается по инвестиционной программе, я сказал, да, это будет 22 миллиарда, потом 23 миллиарда, 24 миллиарда в 2021 году, достаточно существенное. Безусловно, конечно, одним из приоритетов это переселение граждан из аварийного жилья, затем реализация строительства социальных объектов в рамках развития инфраструктуры точек роста. В этом нам помогает достаточно серьезный социальный федеральный бюджет. Также продолжится строительство социальных объектов и развитие государственно-частного партнерства в строительстве социальных объектов.
то есть и основные направления, они будут сохранены. И объем достаточно серьезный по инвестиционной программе. Что касается уровня дефицита, как я сказал, он будет минимальным, это 999 миллионов рублей. Соответственно, уровень государственного долга у нас сохранится примерно на том же уровне. По итогам 2020 года это примерно 52 с небольшим миллиарда рублей. По итогам 2022 года он может даже и снизиться до 50 с лишним миллиарда рублей. И при этом долговая нагрузка у нас останется такой же, как и эти годы. И субъект будет входить в первую группу субъектов Российской Федерации по уровню высокой долговой устойчивости, что теперь уже входит в критерий, который Минфин России внес в августе в Бюджетный кодекс Федерации, разделив на 3 категории. С высокой долговой устойчивостью, средней и с низкой. Обсуждение шло очень неровно, и премьер-министр даже велел не делать протокольных поручений. С чем связано? На самом деле есть у нас порядок работы. Это правительственная комиссия по бюджетному проектированию, которая рассматривает все дополнительные задачи, в том числе дополнительные расходы, которые необходимо производить по государственным программам. И там рассматривается достаточно предметно по различным программам, какие являются приоритетными будут расходы с точки зрения первоочередности, социальной значимости и необходимости на заседании правительственной комиссии. Будут ли вводиться корректировки в бюджет в связи с оптимизацией правительства? Это Министерство культуры, образования и так далее, и так далее. Дело в том, что муниципальное образование заявили о том, что, как сказать, экономия окажется в республике, они не имеют права получать. Вот это было на прямом эфире председателя правительства Солодова, когда бюджетная система не могла в достаточно полном объеме дать какую-то правоту. Ну, вы, наверное, говорите о том, что та работа, которая была проведена группой по рассмотрению сети муниципальных учреждений в области образования, культуры, спорта, с точки зрения того, что сейчас, когда достигнуты договоренности, намечены пути, упорядочены данное направление, так, и если в ходе реализации вот этих планов мероприятий будет достигнута какая-то экономия, ну, допустим, по коммунальным услугам, по содержанию имущества, то предполагалось, что мы закрепим такие условия, что 50% достигнутой экономии, они будут оставаться в распоряжении муниципальных учреждений, либо в распоряжении органов местного управления муниципальных образований по направлению на свои нужды. Об этом шла речь, и нормативно мы это проработаем. А какие меры принимает правительство по проблеме неосвоения муниципалитетами средств, заложенных, например, на строительство домов для сирот или на инфраструктуру земельных участков для многодетных семей? Ну, на самом деле проведение вот таких капитальных расходов, которые связаны в первой части обеспечения жильем детей-сирот, это у нас выкуп, да, одно направление, и строительство домов. А безусловно, все, что связано с строительным процессом, достаточно серьезные, длительные и сложные процессы. Это проектно-сметная документация, проведение конкурсных процедур. Вы знаете, что во многих муниципальных образованиях приобретение все-таки проходит достаточно сложно, и не везде муниципальные образования могут в полной мере подготовиться и реализовать эти полномочия. Так? Что касается детей-сирот, это обсуждение достаточно давнее. На самом деле Республика Саха-Якутия является, наверное, пожалуй, единственным субъектом, который предусматривает значительные средства, вот как в этом году, например, 1 300 000 000 рублей, при этом из федерального бюджета было получено порядка 200 миллионов софинансирования. А в некоторых субъектах федерации, видимо, принято нормативно, что они финансируют ровно столько, сколько выделяет федеральный бюджет. Если федеральный бюджет выделил 200 миллионов, они тоже выделяют 200 миллионов. Так? Мы максимально стараемся реализовать ту очередь, которая образована именно в этом году. Ведь очередь она образовывается после 2013 года из тех, где выше, возрастные ограничения в 2013 году были сняты. Если он ни разу не воспользовался этой льготой, как у любого возраста гражданина-сирота, они все вот увеличили эту очередь. Почему у нас последние годы, с 2014 года, была достаточно высокая очередь и потребность за 1 600 000 000 и так далее. Хотя до этого потребность была где-то 500-600 миллионов рублей. Это на тех детей, которые достигали 18-летнего возраста и получали право в текущем году.
Сейчас вот этот наплыв разновозрастных, он снижается, поскольку мы удовлетворяем эти требования. И в последующие периоды мы войдем наверное, в такой ритм, когда нам необходимо будет обеспечивать жильем именно тех, кто достиг совершеннолетия, вышел из учреждений, так сказать, и у кого есть право на получение жилья, которого у него нет ни у него, ни у его родственников. Поэтому с точки зрения муниципальных образований, ну, работа с ними проводится, ну, это объективные факторы, нужно, может быть, более тщательно планировать. Когда мы желаемое закладываем постоянно больше, ну, может быть, надо все-таки более точнее к этому относиться.